друзья, все-таки эту печенку мне так и не доставили пока, но я нашла все-таки номер, и мне пока доставку сделали индюшиной, но я просто... Она не отвечает, та женщина, которой я заказала потрошки, аж 10 килограмм заказала, поэтому лишнюю пока брать не хочется. Как его? Килограмм индюшиной печени прислала. И поставила на заморозку. Она заморожена, к сожалению. Сейчас, пока печенка размораживается, я быстренько приготовлю зажарочку для этого, как его, для печеночных тортиков. Так, и по ходу, девочки, у меня теперь снова другая накладочка, можно сказать. Пока заказ винегрет, печеночный торт и голубцы отменяется на завтра. У них что-то переиграли они, короче говоря. Пока у меня только один заказ. Вот манты и 2 печеночных тортика. Так, пока печеночка размораживается. Тесто я, как видите, переложила в пакетик. Так, посмотрим. Видите, поела сегодня не то, что... Ой, хотела сюда переложить. Эти пирожки. Вы представляете, как пить хочется? Вот что значит есть не по меню. Так. Так вот, друзья, проходит мой день, да, будет, я даже не знаю, как называть мои ролики, потому что все время одно и то же, готовка, готовка и готовка одного и того же, поэтому я, в принципе, друзья, и не снимаю в большинстве случаев, потому что, ну, блюда однообразные. Чуть побольше сделаю, если даже останется у меня зажарка, это ничего страшного, потому что будет заказ, если нет заказа, то очень здорово даже сделать зажарку и положить в морозилку. У меня, правда, никак руки не доходят до этого. Положить в морозилку, чтобы в любое время, даже когда я готовлю там супы, борщи, чего-то, вынула быстренько и пожарила. Поэтому я сейчас сделаю побольше зажарки. Она очень выручает, даже так, хоть видно, что я делаю-то. Можете даже себе, ну, наверное, все и знают, по идее, но все равно взять на заметку, что вот когда есть свободное время, приготовить огромную, большую сковороду зажарки, да? Морковка, лучок, там, болгарский, что у вас есть. Остудить и положить в морозилку. Сейчас у нас время же такое, быстрое, все на бегу надо делать, да? Вдруг там делаешь суп, борщ, что-то тебе быстро надо, или зажарку куда-то надо. Именно все быстренько из морозилки вынула. По идее, даже несколько дней можно и в холодильнике оставить, день-два. А так морозилка, микроволновке разморозила, если быстро. Если нет, то положила она и так разморозила. А в суп вообще не размораживая можно закинуть. Оно там и оттает. Так что, девочки, мальчики, печеночка разморозилась, но раз начала, докончу зажарку. Посмотрю на тетки морковь. Но в первую очередь я все-таки сделаю манты. Может быть, они прихватятся за это время. А тортик чуть-чуть попозже. Потому что чем отправлять в этих поддонах, было бы легче. Если бы я умела что-то делать в перчатках, то руки бы от свеклы и от моркови не пачкались и не были бы такими страшными. Надо научиться все-таки. Вроде бы и перчатки впритык, но все равно не могу в них ничего делать.
Хотя бы когда мою, надо было одеть эти перчатки. Так. Лук я уже жарю. Вроде бы кажется небольшой заказ, много чего не готовишь. А время все-таки даже вот быстро-быстро вроде бы делаю все, да, а время бежит. Я не знаю, так скоротечно нынешнее время. Не успеешь повернуться, развернуться, уже и пора обедать. Да уж, если бы я ждала печень куриную, то я бы, наверное, точно с заказом опоздала. Так, на то количество лука этой моркови хватит. Сейчас сразу тоже в зажарку пущу. Все это жарится. Теперь надо мне быстренько лук сделать кубиком на манты. Так, видите? По-моему, видно, там нет. Видите, опять собирается посуда. Опять уже вроде бы ничего не сделала. А целая раковина уже собирается. Посуда грязной. Вот так вот. Так. Сейчас быстренько делаем лук. Так, где у меня терочка? Не терочка, а расческа. Сейчас мне нужно лук взвесить сначала. Так, вот килограмм лука. Взвесили. Весы выбираем. Микрофон. Так, все. Так, значит, друзья, вот готовлю фарш уже все. $30 грамм соли, черный перец. К сожалению, у меня закончился красный перец. Забыла сказать, чтобы купили. Надо будет самой. Сегодня хочу сама, наверное, после обеда выеду. Кое-что куплю. Танзила мне обещала сегодня прислать черный перец, паприку, но она говорит про красный перец, она забыла. Ее подруга с Нальчика ей привезла, и она сказала, что со мной поделится. Так, мясо немножко подмерзшее. Придется вот так вот немного. Хотя и вчера, но нехорошо размерзлось, видите. Оттаяло, вернее, нехорошо. Разморозилось. Ну, короче, вот так вот я сейчас его все перемну. Ну что, друзья, все, теперь начинаем лепить манты по-быстрому. Так. Интересно. Забываю, если не выключаю. Так.
я слишком толстое тесто положила. Но это ничего страшного, оно сейчас само переместится. Просто не хочется мне его раскатывать до... Раскатка сама его дораскатывает, доделывает. Как видите? Сейчас немножко приплю. Хотя, в принципе, муки здесь и не надо бывает. Я не знаю, видно или нет. Где-то 20-22 штуки получается с килограмм мант. В большинстве случаев 22. Сейчас принесу батон. Разогреваться. Сейчас я... Что это такое? Ага, все. Сейчас я быстренько лук перебью. Добавим туда лучок. Значит, у меня там килограмм печенки. И одна вот такая вот хорошая луковица. Сейчас в блендере перемелю. И 2 зубчика чеснока я добавляю прямо туда в фарш. Потому что запах печеночки немножко перебивается. Хотя у нас и с майонезом, получается, есть чеснок, но тем не менее. Так, все. Чеснок.
Так, и все сейчас. Ой, мамочки, сейчас быстренько перебьем. Так вот все. Сейчас плиточку. Так, значит, лук и чеснок. Так, что дальше? Дальше 3 яйца. Сейчас. Так. Так, молоко 200 миллилитров. Так. Так, сейчас посолить надо, поперчить. Так. Ну, вот так вот. Без горки чайная ложечка соли. Ну, перец, соль по вкусу, друзья. Кто как хочет. Так, все, да? А, растительное масло еще нужно. И нужно еще мука нужна. Сейчас. Растительное масло. 3 столовые ложки. 3 столовые ложки муки. Вот сейчас сначала это все перемешаем, а потом добавим муку. Вообще можно, если смотреть по консистенции, сначала один блинчик сделать и посмотреть. Может, иногда бывает, что молоко нужно добавить, иногда бывает, что муку нужно добавить. Это все надо смотреть уже. В тот раз я тоже делала из индюшиной печени. Очень вкусно получилось. И мы дома поели, и клиентке отзыв был хороший, что им понравилось. 2, 3.
все, и теперь будем выпекать. Так, зажарочка, как видите, готова. Сковородку я смазала все-таки растительным маслом для перестраховки. Вдруг прилипнет. Так. И сейчас посмотрим. Так. Конечно, немножко густовато. Может быть, добавлю молочка, а может и не буду. Посмотрим. Так, пока это все будет жариться, я почищу несколько зубчиков чесночка, друзья. Так, для помазки нашей. Если останется, один тортик себе сделаю. Точно я не помню, вот сколько с килограмма получается. Сын мой тоже любит второй, а другие мальчики не любят. Так. Да и себе сегодня съем. Сегодня действительно у меня какой-то чит-мил будет. Вообще мне надо делать себе с домашним майонезом. Да и им, конечно, с домашним было хорошо. Так. Вот что значит рано не вставать. Вот позволю себе немножко больше полежать. Больше добавлять ничего пока не буду. Посмотрим. Первый блин чуть-чуть комом, конечно. Посмотрим. Так, надо мне купить 2 блинницы. У меня есть еще 2 блинницы. Но все 3 блинницы, получается, у меня разного размера. Поэтому, во-первых, больше этого в контейнер не войдет. А те другие у меня побольше. Я поеду. Вот второй нормально получился. Поеду обязательно в магазин этот и куплю себе одинаковые 2 поменьше блинницы. Ну, вот такого вот диаметра. 2 или 1, по крайней мере. Чтобы именно вот на заказы делать. Так, ну пока вот это вот сейчас завыпекается, потому что не быстро все это дело, я быстро перемою посуду свою. И будет у меня чисто. Так, друзья, теперь значит, чесночок. Сюда в майонез. Пока пекутся блины наши. Сегодня точно поеду, наверное, в магазин, куплю себе эти блинницы, потому что практически уже бы закончила, если бы 2 одинаковые блинницы были. Так, друзья, значит, сюда добавим, вместе будет легче намазывать зажарку. Так, ну теперь соберем наш тортик. Он у меня немножко ломался все-таки при выпечке.
Мои дорогие, у меня, к сожалению, сдох телефон, короче, зарядки не было. Вот так вот отправляется этот заказ. 2 печеночных тортика. Чуть-чуть зарядку сделала, а это вот так вот сейчас заверну в фольгу, потому что они не замерзли. Так, ну, не получилось у меня все снимать, как бы я хотела сегодня, да? Уже вечер, друзья. Причем даже не вечер, а ночь. 9 часов ночи. Так, все дела практически по дому я сделала. Ну, как все дела. Всех дел, конечно, не переделать. Я же сказала, что у меня заказ, да, был сегодня, но его отменили. Так, сейчас упадет еще мой телефон. Отменили пока на завтра. Поэтому, а завтра у меня стоматолог в 12 часов. Заказ нужно отправить в 3 часа. Вот сейчас не знаю, что это я буду делать, но скорее всего я все это приготовлю. Мне надо голубцы сварить, сделать печеночный тортик, сделать винегрет и сделать наши лепешки, ойкищ. Поэтому чтобы мне утром меньше надо было возиться, я сейчас быстро нарежу это все. Не соединю, просто нарежу. А завтра уже дорежу там огурчики, лучок, заправлю. Просто сейчас быстро. Потому что утром все-таки много дел бывает. И могу не успеть, да? Пока вот. Поэтому как-то так. Сейчас быстро это дело нарежем с вами. Овощерезка, конечно, очень хорошая. Спасибо за такой подарок. Если найдете такую, покупайте смело. Она действительно очень хорошая и очень помогает. Мне еще осталось немножко долепить мант, наверное, где-то с килограммчик. Осталось мясо, надо будет доделать. Так, видите, как красиво? Красивый маленький кубик. Ой. Так. Ну, у меня еще картошка есть. Мне кажется, моркови здесь много. Ну, посмотрим. Да, можно будет еще картошечку. Потому что я хочу, чтобы и дома был салатик, сделать его. Еще эти 2 картофелины.
сделаю. Так, ну вот, свеклу тоже нарезали. И теперь отправим ее в холодильник. Это Влад и новый авторский рассказ. Интересно, поместится сюда. Надеюсь, поместится. Просто пока не хочу я соединять. Я посмотрю завтра, что к чему. Мне кажется, я свеклы мало все-таки сварила. Свеклу доварю завтра для себя, а ну, на заказ не хватит. Завтра все перемешаю и посмотрим. Так. Все. Перчатки все-таки одела, потому что свекла пачкает, окрашивает руки. Вот такие надо тугие покупать перчатки, чтобы они более-менее не мешали. Но все равно не умею в перчатках что-то делать. Так. Все. Это пойдет в холодильник. А это пойдет в мойку. Так, сейчас это все перемою. И займусь остатком этих манты доделаю. Может быть, даже еще из 1 килограмма, потому что в запасе у меня мант нет. А вот так вот, как со вчерашним заказом, придется в спешке их делать. Вчера пришлось очень спешно делать манты. Так, я хочу вам показать. Все-таки Танзила мне прислала, друзья. Вот такой вот пакет сегодня с черным перцем. Я его уже открыла, потому что у меня перец закончился. Вот. Вот такой вот соевый соус мне прислала. Паприку. И вот такую вот пачку майонеза большого. Тоже майонеза немножко взяла я отсюда уже, когда делала. Как его? Печеночный торт. Ага, вон почему. Что-то цвет мне не нравится. Паприки Танзила в тот раз она мне присылала прям такая. Сейчас я вам покажу. У меня есть паприка, не закончилась. Видите, тут совсем это какая-то малинового цвета, а это вот такого красного. Ну, посмотрим. Так. Это ей тоже подруга с Нальчика привезла. Так, ну перец очень хороший, такой, как будто бы дома перемолотый, грубого помола, вот такого вот. Соевый соус я не открывала, у меня еще немножко есть открытый. Вроде бы она говорит, что соевый соус ей очень понравился. Так, я сейчас перец сразу же заодно. У меня закончился черный перчик. Ой, аромат такой. Сейчас чихать, наверное, начну.
Теперь надо еще, чтобы я ей сказала, перец чили острый красный и чесночный, чтобы оттуда привезли. Просто в Нальчике, в Кабардино-Балкарии продукты дешевле, чем у нас. Ну, это сейчас пакеты рассыплю и расфасую. И, мои дорогие, вот у меня еще осталась одна работа. Прежде чем я буду делать манты, я сейчас поставлю тушиться эту капусту. Это капуста после голубцов. Видите, она остается. Девать ее некуда, выбрасывать жалко. Ну, как выбрасывать? Скотине, конечно, можно отдать. Но я хочу потушить ее для пирожков. Да и так мы тушеную даже едим. Сегодня потушу, можно будет завтра к чему-нибудь на гарнирчик. Голубцы она не годится. Вот так вот нашинкую. Сюда лук и морковочку. Потушу по пакетикам и заморожу. Вот пока я буду делать манты, капуста у меня потушится. Вот так вот. Друзья, капусту нашинковала. Поставила уже обжариваться. И морковку тоже нашинковала, сейчас добавлю. И лук еще нарежу, добавлю. И все, пока будет тушиться моя капуста. Получилась огромная сковорода, я вам чуть-чуть попозже покажу. Сейчас не хочу просто камеру туда двигать, туда-сюда. Так, ну если еще будут у меня, наверное, столько тушеной мне не надо будет, наверное. Я просто заморожу, нашинкую и заморожу ее на борщ. А потом можно будет и обжаривать, если что. Ну, если вдруг будут заказов много. Просто в последнее время много голубцов на заказ. Но уже когда пойдет более свежая капуста, конечно, будет лучше. Не будет столько отходов. Мне уже сегодня в комментарии пишут, что, по-моему, в Махачкале уже есть свежая капуста. У нас ее еще нет. Я не видела у нас на рынке свежей капусты. Да, если она и сейчас и будет, она, наверное, будет безумно дорогой, мне кажется. Свежая это. Чтобы делать на продажу голубцы. Так вот, сейчас нашинкую несколько луковиц. 5-6 луковиц, наверное. Тоже добавлю. Вот, представляете, какой огромный казан, хотела сказать, какая огромная сковорода капусты у меня тут. Я немножко налила водички, потушу пока сначала до выкипания воды, потушу ее, а потом уже немножечко поджарю. Сейчас накрою крышкой большой, от большой кастрюли занесу крышечку. Вот сколько капусты. Но она все равно же, она сейчас хоть немного, она уварится, утушится. Так, я посолила адыгейской солью. Пока не перчила, ну, пускай немножко потушится. Потом добавим перчик. Будет у нас капуста. Как бы между делом. Не дали и капусте пропасть. Потому что она все-таки пропаренная, долго бы не лежала. Все, ну пошла накрывать крышкой.
и доделывать манты. Так, друзья, все. Начала я делать манты. Ну, уже мяса почти нет. Так что это завершение. Только приехал мой старший сын. И на ночь глядя хочет кушать. А я ему повторяю: женись, и пусть жена тебя готовит тебе. А? Пошли спать. Вот видите, только разговор идет о женитьбе, он идет спать. Ладно, ладно, покормлю уж я тебя. Так, у меня стоят пельмешки, варила пельмени своим. Вернее, да, мальчикам, короче, на ужин. Пожарю. Мы любим пельмени сначала сваренные, потом, когда они остывают, потом их жарить в сливочном или топленом масле. Так что, ладно уж, покормлю я тебя. Так, сегодня больше ничего делать не буду. Отдохну. У меня еще стоят куры. Не привезли. Я говорила вам, что потрошки должны привезти. Привезли. Но поздновато. Я их оставила на улице, на холоде, в кастрюле. Большую кастрюлю поставила, чтобы никто к ним не пробрался. Сегодня не буду с ними ничего делать. Скорее всего, завтра даже после обеда, только когда приеду от стоматолога. Потому что пока утром завтрак приготовлю. Так, ну еще немножечко фарша осталось, доготовлю. Короче, посмотрим. Если успею, то до стоматолога постараюсь с ними справиться. Записываю. Короче, вот добавила зелени, друзья. Оказывается, микрофон я не взяла. Так, выключу. Раз, пельмешки. Пожарила пельмешки. Поперчила. Все, капуста готова. Тоже выключаю. И теперь накрою крышкой и поставлю на холод. До завтра. Сегодня не буду тоже с капустой ничего делать. А завтра какую-то часть оставлю, а остальное в пакеты и заморожу. Ну вот, мои дорогие, сегодняшний день с вами у меня закончился. Манты я уже налепила, как видите. Тесто сейчас положу тоже в холод. И пойду отдыхать. Не знаю, как у меня получился этот ролик. Ну вот, как-то так у нас сегодня. Всех благ вам, мира и благоденствия. Мерштахлч.